Нет более могущественной силы, чем идея, время которой пришло. Сегодня в нашей стране настало время разобраться в силах потустороннего мира, а также в силах потустороннего мира и невидимых силах. Несколько лет назад мы смеялись над этим, но сегодня никто не смеется над этим. Миллионы американцев остро нуждаются в духовной и эмоциональной помощи, и они осознали, что их помощь исходит от Господа. Существуют инопланетные духи. Это инопланетные сущности, которые причиняют боль, которые причиняют вред человеческим существам. Ты читаешь об этом в своих газетах, ты видишь это на экране своего телевизора, и сейчас мы имеем дело с источником истины, которым является Слово Божье. Это абсолютный источник истины по отношению к духовному миру. В этом 5-м уроке мы познакомим вас со второй частью происхождения этих духов. А в пункте 6 Библия действительно дает нам название этих различных типов злых духов. Я знаю не все имена, но по крайней мере некоторые из них у нас есть. В Слове Божьем они обозначены как злые духи. Это означает, что они нехорошие. Они не возвышают, они не духовны, они не направляются Богом. Они направлены сатаной. Теперь Господь Иисус Христос сам дает нам несколько имен этих духов. И в них в 11 стихе 13 главы Евангелия от Луки, как мы рассказывали вам в нашем последнем исследовании, он классифицирует одного из них как духа немощи. Мы не будем вдаваться в подробности. Ты можешь ознакомиться с нашим 4-м уроком, чтобы понять этот момент. А затем в 9 главе Евангелия от Марка и в 25 стихе говорится, что Евангелие от Марка в Новом Завете — это Евангелие от Матфея, а затем Евангелие от Марка. Вторая книга. И он говорит нам, что там Иисус говорит и говорит, что есть такие вещи, как немой дух и глухой дух. Теперь, как я уже говорил тебе на нашем последнем уроке, мы бы не согласились с идеей, что у каждого глухого человека есть дух, потому что мы этого не делаем, поверь в это. Ну что же, мы знаем, что это неправда. Мы уже сталкивались с тем, что иногда человек получает удар по голове, а потом перестает слышать. Ну, это точно не дух. Так вот, дух может найти там слабое место, чтобы напасть на него и мучить, но изначально это не имело никакого отношения к духу. То же самое относится и к немоте. Это может быть физическое явление. Но Иисус сказал, что были времена, когда дух сковывал язык человека. Теперь мы лично освободили людей таким образом, и теперь мы знаем, что есть дух немоты, который, когда он уходит, мгновенно обретает способность говорить. А также есть дух, который помогает в некоторых случаях глухоты, потому что мы молились за людей, и этот дух мгновенно исцелял их. Ушел, и эти люди слышали даже тиканье часов. И поэтому мы уверены, что Иисус всегда был прав, что такая вещь существует. Но, пожалуйста, не относи каждый случай к категории духа. Некоторые из них относятся к физическим ситуациям, и к ним нужно подходить честно, без предубеждений. В противном случае вы не сможете руководствоваться Словом Божьим. Я думаю, Господь бросил вызов всем нам, когда 22 раза сказал, что существует такая вещь, как нечистый дух. Теперь, скорее всего, мы могли бы посвятить этому некоторое время. Я думаю, ты мог бы это понять. Мы могли бы какое-то время поговорить о том, что есть дух, который просто грязен. Теперь я это понял. Я видел это на улицах Калькутты. Я видел это в Индонезии. Я видел это в Китае. Человек, который превращается в животное и грязь, просто нагромождает на себя кучу грязи до тех пор, пока он не становится одержимым. Ты можешь заглянуть в его глаза и услышать, как он бормочет, и увидеть, что он одержимый человек, и что это грязная вещь. Просто нечистая, мерзкая вещь, которая хочет, чтобы свести человеческую личность к чему-то меньшему, чем животное, если это возможно. И с этим мы уже разобрались. Так вот, Господь Иисус сказал в 12 главе Евангелия от Матфея, что существует такая вещь, как слепой дух. На самом деле дух, который лишает человека способности видеть. Я знаю, что есть дух, который может закрыть человеческий глаз пеленой, и он не сможет видеть. И что, когда Дух Божий не сходит на этого человека, эта пелена или что бы это ни было, занавес, который там повесил дьявол, отодвигается, и они прекрасно видят. Мы уже неоднократно видели, как это происходило в разных уголках мира, когда человек исцелялся от духа слепоты. Ради честности мы должны еще раз сказать, что существует слепота, которая не связана с духом. На глазу появляются небольшие наросты, врач их срезает, и после этого вы видите, что происходит. Но есть люди, у которых на глазах нет наростов. Врачи не могут объяснить тебе, почему они слепы. Нет ничего, что можно было бы увидеть обычным глазом,
глазом, связанного со слепотой. Но когда к этому человеку прикасается сила Божья, он начинает видеть. Сейчас мы проникаем в глубины духовного мира, и нам нужны трезвомыслящие люди, чтобы понять это. В этом нет ничего смешного. В этом нет ничего издевательского. Человек, ослепленный духом, не должен подвергаться мучениям. За него нужно молиться. И мы верим в сверхъестественное, и мы верим, что сверхъестественный Бог управляет нашими делами. И мы верим, что сверхъестественным образом Бог может принести. Он может принести как исцеление тому человеку, который не может видеть, так и сверхъестественное избавление. И что Дух сделал их слепыми, а Иисус Христос делает их свободен. Человек не может этого сделать. Не называй человека целителем. Ты же знаешь, это придумал дьявол, и ни один человек, которого я когда-либо встречал, все равно не претендует на звание целителя. Это то, что говорит дьявол. Он утверждает, что может исцелять. Мы знаем, что Божье благословение исходит только от Бога. И если ты получаешь чудо от Бога, то человек может быть тем, кто произнес эти слова, но наш Бог тот, кто совершил эту работу. Кроме того, если ты изучаешь свою программу, а я надеюсь, что так оно и есть, ты заметишь, что под буквой «Е», а это очень важные слова. Это важно, и я полагаю, что мне следует немного поторопиться с этими областями, потому что в нашей программе номер 2 мы уже рассматривали этот вопрос. Это называется «знакомый дух». И в 27 главе книги Левит, и в 23 и 24 главах 2 царств мы читаем о том, что это знакомый дух. Если бы мы углубились в это, то перешли бы к другому уроку. Но позволь мне сказать, что есть дух, который вселяется в человека, который стремится установить связь с умершими ради тебя. И это называется фамильярным духом, поскольку он стремится познакомиться с теми, кто не живет на поверхности Земли. Земли больше нет. И, конечно же, это лживый дух, потому что он не может этого сделать. Это дух-обманщик, потому что он обманывает. Таким образом, знакомый дух — это лживый дух-обманщик, который говорит: «О, я разговариваю со своей бабушкой». Но это не так. Ты разговариваешь с имитацией, которая является знакомым духом. Мы хотели бы уделить этому больше внимания, но у нас есть целый урок, посвященный этому. И я надеюсь, что ты дойдешь до того урока, который включен во вторую программу. Это не относится к этой группе уроков, на которых мы рассказываем больше о самих людях, а на других — о последствиях их деятельности. Так вот, во втором послании к Коринфянам, в 11 главе и стихе 14, говорится, что есть духи, которых называют ангелами. Теперь ты понимаешь, что это особенно важно, конечно, во втором послании к Коринфянам 11:14, но даже в Ветхом Завете ты часто встречаешь, что эти существа, а иногда они даже называют их ангелами. Сами по себе они ангелы света, понимаете? Значит, это духи-обманщики, которые приходят к тебе как религиозные духи. Мне пришлось изгнать религиозного духа из одной женщины в Польше. Она пришла в церковь, села в первом ряду и сказала: «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» Хотя она сказала, что это просто разорвет меня на куски. Теперь я был незнакомцем и посетителем в этой церкви, и там было много людей. Но перед тем, как начать служение, я посмотрел через кафедру и сказал: «А ты заткнись». И вместо того, чтобы заткнуться, она начала лаять, как собака. И тогда я сказал: «А потом выйди из нее». И это вышло из нее, и она вернулась к своему нормальному состоянию. Так вот, в той церкви у них не было никакого духовного восприятия. Она сказала, что сидела в первом ряду и кричала «Аллилуйя» странным голосом, и повторяла это примерно каждые 1,5 минуты. Я полагаю, прихожане церкви смирились с этим. Но я бы не стал с этим мириться, потому что я был там, чтобы завоевывать души для Иисуса. И я не смог донести свое послание до тех странных эксцентричных возгласов «Аллилуйя», которые произносила эта маленькая женщина. И она была освобождена могущественной Божьей силой. Так вот, есть духи-обманщики, которые приходят к тебе, как будто они добрые, святые и чистые, и ты должен научиться распознавать их по своему духу. Они превозносят Иисуса как Господа? Нет. Верят ли они в кровь Иисуса как в спасение? Нет. Когда ты перекрестишь их, то обнаружишь, что это не так. Они совсем не те, за кого ты их принимаешь. Так вот, есть такие, которые приходят, притворяясь ангелами, но на самом деле ими не являются. Они подданные тьмы, они принадлежат сатане, и они не ангелы света. Все в порядке, но в этой местности говорят, что там обитают лживые духи. Это слово используется 4 раза в Слове Господнем. В 1 Царств 22, 22 и 23, и во 2 Паралипоменон, глава 18, стихи 21 и 22. 4 раза мы читаем о духе лжи, духе, который производит ложь. Я встречал людей, на которых был такой дух, что они не могли сказать правду. Даже несмотря на то, что иногда правда была для них благодетелем, они не могли сказать об этом. Они бы сказали это неправильно. Они бы сказали это неправильно. Неправильно. Они просто не могли ничего сказать прямо. И поэтому, когда ты разговариваешь с ними, ты получаешь так много ответов, понимаешь, на все вопросы, потому что они не могут сказать правду. Это потому, что они позволили Духу, что его единственная работа в вечности — учить людей неправде. Ты бы хотел много говорить об этих вещах, не так ли? Просто продолжай описывать их, потому что эти вещи действительно существуют сегодня, и они причиняют боль людям, и они создают ужасную ситуацию для человечества. И мы должны, как тело Христово и как живая церковь, чтобы отрекись от них, отвергни их и изгони нечистую силу. Это делается для того, чтобы вывести их из людей. Пожалуйста, позволь мне передать их тебе
немного быстрее, потому что их так много. Одна из них находится в 4 послании к Тимофею, а вторая о духе соблазнителя. Так вот, апостол Павел конкретно сказал о последних днях и сказал, что Дух говорит, и это было с большой буквы, имея в виду Святого Духа, что в последние дни они придут, соблазняя Духа. В том смысле, что они будут приди и соблазни тебя, и ты будешь соблазнен, вот и все, в сфере морали, религии и, возможно, в бизнесе. Я думаю, что есть люди, которые преуспевают в бизнесе, но приходит дьявол-обольститель и направляет их по ложному пути, в результате чего они становятся банкротами. Они духи-обольстители, и по этой причине, прежде чем принимать какое-либо важное решение, тебе следует помолиться Иисусу и проанализировать то, что происходит. Вы называете благоприятную возможность, которая может оказаться кладбищем, и говорите, а теперь подождите минуту. Я хочу знать чистую правду. Это от Бога или нет? То, что это быстрый заработок, еще не значит, что это от Бога. Так что будь очень осторожен во имя Иисуса. В Евангелии от Матфея, глава 18, стих 18, Господь Иисус говорит о связующем духе, духе, который просто сделал тебя узником, который просто связал тебя, и ты не мог делать то, что хотел, независимо от того, было ли это морально, духовно или физически. Это дух, который связывает тебя и заставляет быть его рабом. Джей, в таком количестве групп здесь говорят о нечистом духе. Я думаю, что это было бы очень близко к тому нечистому духу там наверху, который просто отвратителен. Ты читал в книге Откровения, что духи поднимаются вверх по реке Ефрат и выходят из нее, которые были связаны там Богом по той или иной причине. И это нечистые духи, которые поднимаются изнутри к антихристу и лжепророку, и что они отвратительны духи. Было бы хорошо, если бы ты внимательно изучил их один за другим. А в 18, 2 и 25 главах Откровения говорится о нечистом духе. А потом, когда мы захотим углубиться в это, на самом деле все это само по себе должно стать полноценным уроком. Ты приходишь к тому, что называется ревнивым духом. Теперь это заставит некоторых из вас задуматься. Знаете, вы думаете, что ревновать — это нормально, я ревную к своему мужу, я ревную к своей жене и так далее. Это слово используется в Слове Господнем 2 раза. Ты найдешь его в 5 главе Чисел, в стихе 14, а также в стихе 30. Ревнивый дух. Ты знаешь, что ревность жестока, как могила. Это настолько неразумно, что это просто обязан быть дух. Сейчас бывают времена, когда духи называют себя, но сейчас обычная природа духов заключается в том, чтобы говорить неправду, что они лгут. И поэтому, если они скажут, меня зовут так-то и так-то, тебе, возможно, придется это проверить. Кое-что из того, что я проверил, оказалось правдой. Например, одна женщина пришла ко мне помолиться, и это прозвучало из ее уст, и сказала, я дух змеи, и я очень сильный. И в это время ее язык двигался молниеносно, как молния и как гремучая змея. Человеческий язык сам по себе не мог бы двигаться так быстро. И это звучало в точности, как шипение гремучей змеи. Так вот здесь написано, видишь ли, я дух змеи. И с этим духом было бы очень трудно иметь дело. Ты же знаешь, что у духов есть градации силы от слабых до очень сильных. Эпилепсия — это очень сильный дух, который можно вывести из человека, а глухота — это очень легкий дух, который можно вывести из людей. Таким образом, в этом духовном мире есть разные степени силы. Я молился за еще одного друга, и они сказали, что из их уст вырвались такие слова: «Я ангел над кровью». «Я ангел над кровью». И мы сказали, что же, в таком случае, кровью Господа Иисуса Христа, который выше тебя, я приказываю тебе, чтобы освободить женщину. И она была освобождена благодаря высшей крови Господа Иисуса Христа, который пришел, чтобы освободить их. Теперь, когда мы имеем дело с этим миром, нужно просто немного изучить это. У меня за плечами 50 лет работы в этой области и в сотне стран мира, и я так много узнал об этом. И одна из величайших вещей, которые мы узнали об этом, это лживость этих духов. В 8 главе Евангелия от Иоанна и стихе 44 мы должны узнать, что эти духи лживы и что они говорят неправду. И что они не говорят правды ни о своих именах, ни об их количестве, ни о том, что они делают, об их силе. Я хотел сказать, что у меня был один дух. Я был на Филиппинах, когда ты изгнал этого духа из той девушки. Я это видел. Я сильнее этого духа. О, я сказал, что ты лжец. Ты должен признаться. И женщина была немедленно освобождена. И поэтому они не говорят правду. Они не говорят правду. И поэтому я вижу, что ты собираешь свои мысли воедино. И теперь, когда ты дал имена этим духам, ты говоришь, у кого есть божественная власть использовать их. Мы всегда должны помнить, что Христос Иисус дал своим ученикам силу и власть над всеми дьяволами.
Так вот, речь шла не только о 12, но и о 70. И это в 9 Евангелии от Луки, с 1 по 22, в 10 главе Евангелия от Матфея, стихах с 1 по 8. И особенно в Великом поручении и в 16 главе Евангелия от Марка, там точно сказано, там те, кто имеет веру, будут изгонять бесов. Так что это никого не оставляет в стороне. По правде говоря, твои дети тоже могут это делать. Любой, кто считает, что кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очистила их от грехов, и они ходят в Духе Божьем, имеет право выступить против врага и сказать: «Я изгоняю тебя вон. Выходи, отправляйся в необитаемые районы. Я ухожу в пустоту космоса и оставляю этого человека в покое». У него есть на это полное право. Таким образом, истинным ученикам дана эта божественная власть, и они могут пользоваться ею. Теперь ты видишь, что мы хотели бы точно знать, кто эти духи. Кто они такие? Ну, во-первых, это не духи умерших людей. Это еще один эпизод из их жизни. Мертвые не возвращаются в таком виде, и это привело бы тебя к реинкарнации, что является еще одной ложью. В Библии говорится, что человеку назначено умереть, а не 50 миллионов раз, когда он хочет умереть, и после этого наступит суд. И вот наступает суд. Следующее, что стоит на очереди у этого человека, это не новая жизнь, а суд, который должен прийти. Теперь демоны — это не потомки ангелов и людей, которые сожительствовали вместе. Это еще одна ложь. Это падшие ангелы, которые были изгнаны с небес из-за восстания сатаны против Бога, когда на небесах началась война. И один из третьих ангелов покинул свои владения, чтобы быть с сатаной. Так вот, значит, кто они на самом деле? А теперь твой следующий вопрос ко мне: где находятся духи, которых изгнал Иисус Христос? В 8 и 29 главах Евангелия от Матфея говорится: «И вот они воскликнули: что нам делать с тобой, Иисус, Сын Божий? Неужели ты пришел сюда, чтобы мучить нас раньше времени?» А в Евангелии от Луки 8 и 31 говорится: «И они умоляли его, чтобы он не приказывал им уходить в бездну». Итак, очевидно, что здесь были места, куда можно было бы поместить духа, но они молили о пощаде, что этого не произойдет. Готово. В Евангелии от Матфея далее говорится: «Неужели ты пришел судить нас раньше нашего времени?» Там в этой главе говорится: «Неужели ты пришел судить нас раньше нашего времени?» И таким образом они осознают, что наступит судный день, что духи, которых Иисус изгнал 2000 лет назад, все еще бродят по вселенной. Когда человек умирает, этот дух возвращается обратно на небеса. В Библии говорится, что сатана — князь и властелин воздуха, и что там находится его владение, его княжество, и что он правит оттуда, и что это те же духи. В Бразилии мы встретили людей, которые говорят: «Я был в Наполеоне, и я был в этом капитане, и я был во многих командирах армии», и говорят: «Я дух смерти». И я жил в этих людях. И это дает тебе потрясающее понимание, когда ты думаешь о духе, который говорит, что он был там, пока они не умерли. Они были там до самой смерти. И мы выступили против духов в Бразилии. Ты же знаешь, что треть населения Бразилии исповедует спиритизм. Так что у вас там много проявлений. Один из них говорит: «Я французский врач», и называет врачей во Франции, в которых они жили, и теперь они жили в этом человеке и применяли свое лекарство. Он выписывал рецепты с закрытыми глазами, понимаешь, потому что до того, как поселиться в этом бразильском городке, они жили у врачей. Таким образом, духи, из которых вышел Христос, все еще могут жить в людях. Они не могут проявить себя без корпоративной ситуации. Таким образом, человеческая личность — это то место, где они могут проявить себя. В воздухе все, что они могут делать, это смотреть и созерцать. И когда они попадают в человека, они могут проявить себя видимым образом, так что вы сможете это сделать. Так вот, духи, которые были во времена Иисуса, которые были там, они все еще проявляют себя в людях сегодня. Тебе следует прочитать 20 главу Откровения, стихи с 1 по 3, и я оставлю тебя, чтобы ты мог прочитать это самостоятельно, если хочешь. И мы хотим, чтобы ты знал несколько важных истин, поэтому, пожалуйста, держи их очень крепко. Во-первых, демоны различаются по своей злобности. Сейчас это настолько верно, что кажется неправдой. Но это правда в Евангелии от Матфея, глава 12, стих 45. Он и забирает с собой 7 других духов, еще более злых, чем он сам. Ты еще более порочный, чем он сам. Так что демоны творят очень много зла. Это и есть Господь Иисус Христос. Демоны различаются по силе. В 9 и 29 главах Евангелия от Марка говорится, что такие демоны появляются только благодаря молитве и посту. Чтобы доминировать над некоторыми, требуется больше силы, чем на самом деле, поэтому они различаются по силе. Демоны знают имена тех, кто их осуждает и использует. В Деяниях, глава 19, стих 15, Дух ответил и сказал: «Иисуса я знаю, и Павла я знаю, но кто ты такой? Кто ты такой? Ты знаешь, они не были идентифицированы как люди, способные изгонять духов, а люди, обладающие силой, говорят: мы не знаем. И они набросились
набросились на них и причинили им боль. И поэтому они знают. У меня были сильные эмоции. Когда я подходил к незнакомому человеку, и тот говорил: «Я знаю тебя», эти слова слетали с его губ, хотя я никогда раньше не видел этого человека. Значит, они действительно знают. 24 Дух возвал и сказал: «Мы знаем тебя. Ты Иисус из Назарета». И он сказал: «Мы хотим, чтобы ты оставил нас в покое, твой Святой Божий». И таким образом они действительно знали, что демоны действительно знают, кто может выступить против них и у кого есть Божья власть сделать это. Библия говорит, что демоны верят и трепещут. 19 лет, если ты веришь, что Бог един, то поступаешь правильно. Дьяволы верят и трепещут. И поэтому они не такие храбрые. Они просто трепещущая кучка. У демонов есть сила воли. В Евангелии от Матфея, глава 1244, он говорит: «Я вернусь в свой дом, откуда я вышел. И когда он придет, то найдет его пустым, выметенным и убранным». Он захотел вернуться, и он действительно вернулся. У демонов есть организация. Об этом говорится в послании к Ефесянам 6 и 12, а также в послании к Ефесянам 1 и 21. Демоны не пребывают в истине. Было время, когда они действительно пребывали в истине. Они были на небесах. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 8 и 44 главе. И они не пребывали в истине, в которой были сотворены. Они поверили лжи и были изгнаны с небес. Демоны подчиняются Христу. В одном послании Петра, 3 и 22, говорится, что тот, кто взошел на небеса, восел одесную Бога. И ангелы, и власти, и силы стали подвластны Ему, подчиняются Ему. В этой вселенной нет такой силы, которой не владел бы Христос. В послании к Римлянам 8 и 38 великий апостол говорит: «Я убежден, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начальство, ни силы, ни настоящее, ни грядущее, вы знаете, не могут успешно противостоять святым». Значит, они действительно выступают против святых. Они выступают против любого, кто любит Бога и служит Ему.